Чартерный рейс до Пекина доставил ингушскую делегацию в Китай поздно ночью. 9-часовой перелет и разница во времени плюс 5 часов участников выставки немного утомили, но множество встреч, мероприятий и деловых переговоров держали всех в хорошем и бодром настроении. Год России в Китае завершился громко, массово и запоминающе. Заключительным мероприятием стала пятидневная российская национальная выставка в Пекине, главная цель которой – продвижение услуг российских предприятий и организаций на китайский рынок, развитие двухсторонних торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. В залах китайского выставочного центра свои лучшие инвестиционные проекты представила почти вся Россия. Правительство Ингушетии к мероприятию подготовилось основательно, разработав рекламные проспекты на китайском языке, видеоролики и памятные подарки. Подготовили инвестиционные каталоги, подготовили раздаточный материал в виде календарей, соответствующих папок, все это на китайском языке. Но наибольший интерес представляют, конечно же, каталоги. То есть те каталоги, которые мы сейчас подготовили, они принципиально отличаются от того, что мы представляли в Сочи на форуме Кубань-2006. Мы несколько поменяли концептуальный подход к этому делу, и с учетом китайской специфики мы предложили три варианта, то есть три направления для развития бизнеса. Это первый вариант — это инвестиционные проекты, то есть проекты, имеющие конкретную разработанную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию. Инвестиционные предложения, так называемые бизнес-идеи, это проекты, просчитанные по укрупненным показателям. И, на мой взгляд, самое интересное направление — это так называемые инвестиционные площадки. Их можно назвать еще промышленными территориями. То есть это те существующие у нас в республике, скажем так, объекты, они могут быть и объектами недостроенными. Это могут быть объекты, которые в настоящее время не используются на полную мощность или вообще не используются как производственные. А вот объекты, имеющие инженерную инфраструктуру, имеющие здания и сооружения административные и производственные, объекты подготовленные настолько, что там можно в кратчайшие сроки внедрять, организовывать любое производство. Вся информация на стенде также была ориентирована на потенциального инвестора и вообще на каждого, кто хочет познакомиться с самым молодым субъектом Российской Федерации. Как отметил в интервью президент Республики Мурат Зязиков, участвуя в этой выставке, для нас важно показать Южный федеральный округ не как проблемную зону, а как спокойный и инвестиционно привлекательный регион. Для нас самое главное — создать инвестиционную привлекательность. Для этого у нас создана база, имеется нормативная, юридическая база. И очень важно, чтобы Республика Ингушетия, она, как и весь Южный федеральный округ, не представлялась как проблемный регион. И сегодня китайские инвесторы, они увидели, что это не соответствует действительности. И сегодня инвестиционный климат в Республике Ингушетия, он есть. Сегодня в Республике Ингушетия есть политическая стабильность, экономический динамизм, и это было подчеркнуто. Сегодня это было подчеркнуто и министром экономики Китая, который тоже очень внимательно просмотрел наши проекты. Сегодня нашим проектам была дана высокая оценка председателем правительства Китая, председателем правительства Российской Федерации. И точно так же мы совсем недавно впервые были представлены на международном форуме в Сочи, где также была дана оценка. Активное участие в подготовке ингушской экспозиции приняла консалтинговая компания «Макроцвет». По словам Яны Яо, генерального директора, она уже полюбила Ингушетию и очень надеется посетить ее в ближайшее время. 包括看到那个漂亮的拍摄的照片，我的印象对它非常好。我就想有机会的话，我一定要去那里看一看，亲受感受一下这个国家。 Она посмотрела уже очень много материалов и в интернете, и в журналах, и говорит, что у нее именно к Республике Ингушетия очень большой интерес. Если у нее будет шанс поехать туда, она обязательно им воспользуется.